Леонид, петиция запущена около 2 дней назад, ну, почти 2 дня назад, больше 100 тысяч, она набрала, не знаю, часа 2 или 3 назад, наверное. Вопрос, скажи, пожалуйста, как появилась эта петиция, кто выступил инициатором и почему вы, ну, скажем так, ОВД-инфо оператор этого действия, да, потому что к ней присоединилось большое количество НКО, людей, организаций и так далее. Ну, в принципе, про закон об иностранных агентах мы знаем давно, и волнует он нас уже достаточно давно, но все вот до последнего времени казалось, что это какая-то нишевая история про защитников, либеральные СМИ, и все никак нам не удавалось как-то это до более широкой аудитории донести. И сейчас, когда летом мы увидели, как машина политических репрессий разгоняется, и в принципе про этот закон начинает узнавать все больше и больше людей, мы поняли, что, кажется, есть потенциал позвать побольше народу, и людей, и организаций. И когда мы встречались с какими-то, ну, в обычной жизни, с благотворительными фондами, с экологическими организациями, просто с просветительскими проектами, мы понимали, что и они почему-то начинают волноваться. И, в принципе, конечно, волнение не очень хорошо, но нас это обрадовало, и в том плане, что мы поняли, что можно привлекать внимание к этой самой проблеме. И да, мы поняли, что сможем найти достаточное количество организаций, которые присоединятся к этому закону, что мы сможем выйти из нашего какого-то стандартного пузыря, где там в списке подписантов петиции обычно ОВД-инфо, Псковская губерния, 7/7, Медуза и, в общем, обычно примерно один и тот же список. Вот. И тут мы поняли, что да, можно позвать еще «Подари жизнь», можно туда позвать фонд «Вера» и еще много и много организаций. Это было, конечно, ну, в общем, превзошло наши ожидания. Туда же присоединились организации, которые не являются иностранными агентами, не признанные. Это очень, как бы, мне кажется, очень большой знак солидарности, да, и очень хороший знак. Да, это, ну, на самом деле, я считаю, что мы на этот каток политической репрессии действительно какой-то гражданской солидарностью все отвечаем. Ну и, условно говоря, ну, там есть usual suspects, и понятно, что мы там много петиций подписываем, но для многих из организаций патентов, их сейчас уже больше 200. Это действительно такой, думаю, серьезный шаг. И я, в общем, им всем крайне-крайне благодарен, потому что понимаю, что это наверняка им это было сложно согласовать со своими советами, политическими фондами, но ситуация такая, что это волнует действительно всех, и даже те организации, которые, как кажется, не так близко соприкасаются с этим законом и вообще с репрессиями, в общем, даже они понимают, как это важно. Вот. И да, конечно, ОВД-инфо выступил тут оператором вместе с «Медузой», но наше дело малое, мы просто чего-то суетились, пошушались, а самые большие герои — это те, кто, собственно, поставили свои подписи и как организации, и как физические лица, к чему, собственно, я всех и призываю. Это действительно для многих большой шаг, который для людей, которые раньше, например, никаких петиций не подписывали, не делали никаких заявлений, это не может не радовать. Леонид, а у вас есть ощущение, что петиция прочитана теми, кем она должна быть прочитана, чтобы закон был отменен? То есть власть услышала, увидела, почувствовала этот сигнал общества? Я думаю, что те люди, которым она должна быть прочитана, это на самом деле никакая не власть, а наши сограждане. Когда на эту петицию обратит большое количество народу внимания, а касается она, на самом деле, помимо тех фондов, некоммерческих организаций, СМИ, которые ее писали, она, на самом деле, касается всех благополучателей. Мы, например, оказываем юридическую помощь кому-то, «Медуза» пишет статьи для какой-то широкой аудитории, фонд «Вера» оказывает помощь тяжело больным, и так далее, и так далее. Благополучателей у всех наших организаций, их очень и очень много. Я думаю, их миллионы, если не десятки миллионов в нашей стране. И на самом деле хочется, чтобы эти люди прочли эту петицию, подписались, поддержали, и тем самым появился бы спрос на это изменение. Потому что когда мы вот каким-то узким кругом хотим, чтобы что-то поменялось, это получается не так часто. Но если наше общество в широком смысле сможет объединиться, показать властям, что да, чего-то надо менять, то
за властью дело не заржавеет. Ну, конечно же, если говорить про адресатов нашей петиции, мы направляли ее к Государственной Думе, Совету Федерации и Совету уполномоченного по правам человека. Конечно, я думаю, что она уже прочитана, и подозреваю, что, возможно, она была прочитана еще до того, как она была опубликована, знаете, за всеми нынче следят. Вот. Поэтому, да, посмотрим, все зависит, наверное, в общем, от какого-то общего движения. 100 тысяч здорово, но, наверное, это не предел. Да, у нас 2-3 минуты остается до окончания нашей беседы. Если у вас есть вопросы, вы тоже можете Леониду задать. Я просто скажу, что на данную минуту петицию подписали 103 630 человек. Леонид, а есть ли разница между 103 тысячи или 150 или 200 тысяч? То есть количество 100 тысяч мы преодолели, но нужно ли еще больше, в разы больше? Или как бы этого достаточно для того, чтобы уже там в Госдуме эта инициатива рассматривалась и так далее? Ну, однозначно, каждый голос имеет значение, и не только для того, чтобы показать кому-то еще, депутатам Государственной Думе или сенаторам, не только для того, чтобы им показывать вот это число, это на самом деле важный шаг и для каждого, собственно, подписанта. Потому что, я бы сказал, ну, может быть, это громко чуть-чуть звучит, но так или иначе это какой-то акт гражданской солидарности, и чем больше людей в это включается, тем в целом все будет как-то у нас, наверное, получше. Я не знаю, отменят ли этот закон, ужесточат ли его, сократят, внесут ли в него поправки. Я не знаю. Это однозначно игра в долгую. Да, вот, может быть, в следующем году ничего не произойдет, может быть, в следующий год ничего не произойдет, но как бы люди, поучаствовав один раз, обратив на это внимание один раз, в принципе, больше шансов на то, что наше гражданское общество Последняя попытка, минута. Если есть вопрос? Нет, я могу только большое спасибо сказать Леониду. Да, мы с ним обсуждали мою подпись лично как СМИ-агента. Я вообще удивился. В чем вопрос, конечно, всегда. Все инициативы ОВД-инфо, это очень классно. Спасибо. Спасибо. С нами был координатор ОВД-инфо, партнер нашего эфира Леонид Драбкин. Вам удачи в дальнейших ваших проектах.